Фазиль Искандер, диит Аԥсны зегьы шәҩажәижәба шықәса хәажәкырф барзы, иаб дперсон, иан даԥсуан. Аҵара иҵон Аҟәатәи аурыс школаҿ, далгеит Москватәи алитературатә институт, акьыԥхьаҿ дцәырҵит зегьы шәҩынҩажәжәаха шықәса рзы. Фазиль Искандер зегьы шәҩыханҩажәижәба шықәса раахыс дынхоит Москва. Уи дравторуп адунеиаҿ иеицырдыруа ароман Сандро Чагьантәи, Чик изку ажәабжьқәа уҳәа иҵаулаӡоу иагьылахҿыху Аԥсни аԥсуааи ӡырзго аҩымҭа ссирқәа. Фазиль Искандер адунеитә литература ахьыршәыга зышьҭазҵаз ҳаамҭазтәи рҿиаҩуп. Уи ианашьоуп хыԥхьаӡара рацәала адунеитә литературатә премиақәа. Фазиль Искандер дҭаацәароуп, ҩыџьа хшара драбуп. Жил старик со своей старухой. В Чегеме у одной деревенской старушки умер муж. Он был еще во время войны ранен и потерял полноги. С тех пор до самой смерти ходил на костылях. Но и на костылях он продолжал работать и оставался гостеприимным хозяином, каким был до войны. Во время праздничных застолий мог выпить не меньше других, и если после выпивки возвращался из гостей, костыли его так и летали. И никто не мог понять, пьян он или трезв, потому что и пьяным, и трезвым он всегда был одинаково весел. Но вот он умер. Его с почестями похоронили, и оплакивать его пришла вся деревня. Многие пришли из других деревень. Такой он был приятный старик, и старушка его очень горевала. На 4-й день после похорон приснился старушке ее старик. Вроде стоит на тропе, ведущей на какую-то гору, неуклюже подпрыгивает на одной ноге и просит ее: «Пришли ради Бога мои костыли, никак без них не могу добраться до рая». Старушка проснулась и пожалела своего старика. Думает, к чему бы этот сон? Да и как я могу послать ему костыли? На следующей ночи ей приснилось то же самое. Опять просит ее старик прислать ему костыли, потому что иначе не доберется до рая. Но как же ему послать костыли, думала старушка, проснувшись, и никак не могла придумать. Если еще раз приснится и будет просить костыли, спрошу у него самого, решила она. Теперь он и снился каждую ночь, и каждую ночь просил костыли, но старушка во сне терялась, вовремя не спохватывалась спросить, а сон уходил куда-то. Наконец она взяла себя в руки и стала бдеть во сне. И теперь только завидела она своего старика и даже не дав ему раскрыть рот, спросила: «Да как же тебя переслать костыли?» «Через человека, который первым умрет в нашей деревне», — ответил старик. И, неловко попрыгав на одной ноге, присел на тропу, поглаживая свою культяпку. От жалости к нему старушка даже прослезилась во сне. Однако, проснувшись, взбодрилась. Она теперь знала, что делать. На окраине Чегема жил другой старик. Этот другой старик при жизни ее мужа дружил с ним, и они нередко выпивали вместе. «Тебе хорошо пить», — говаривал он ее старику. «Сколько бы ты ни выпил, ты всегда опираешься на трезвые костыли, а мне вино бьет в ноги». Такая у него была шутка. Но сейчас он тяжело болел, и односельчане ждали, что он вот-вот умрет. И старушка решила договориться с этим стариком и с его согласия, когда он умрет, положить ему в гроб костыли своего старика, чтобы в дальнейшем при встрече на том свете он их ему передал. Утром она рассказала домашним о своем замысле. В доме у нее оставался ее сын с женой и один взрослый внук. Все остальные ее дети и внуки жили своими домами. После того, как она им рассказала, что собирается отправиться к умирающему старику и попросить положить ему в гроб костыли своего мужа, все начали над ней смеяться, как над очень уж темной старушкой. Особенно громко хохотал ее внук,
как самый образованный в семье человек, окончивший 10 классов. Фазиль Абдул-иԥа, ишәцәу даҩымзар, ҳаицәажәара аԥсышәала ҳалагап, нас ҳахьнанаго ҳбап. Шәақәшаҳаҭума? Сақәшаҳаҭуп, аха сшәоудараӡа. Ҩынҩажәа хәбашқәа ҵуеит Москва саҟоижьҭеи уа аԥсшәа џьаргьы исаҳаӡом. Сыԥсшәа хәыҷык амч алҵит, убри азын сарԥхашьар ҳәа сшәоит. Аха ҳалагап, нас иалҵуа аабап, урысшәала сцәажәап уаҳа иамуазар. Шәара акырҵуама ишәныруеижьҭеи, анцәа шәанеишоз ишшәылаиҵаз аҟазара дуӡӡа? Акнызыҩуа сызхәыцуа уиоуп, иашандаз, ибзианы иҩындаз сызҿу уаҳа агьирахь сазхәыцуам. Абаҩхатәрагьы урҭқәа зегьы акритикцәа рҳәароуп, ашәҟәы иаԥхьо иҳәоит, ма иҳәаӡом, ма дақәшаҳаҭуп, ма дақәшаҳаҭым, аха сара сгәы иаанаго аиаша зҩыроуп, иаԥхьо игәаԥхароуп. Уаҳа акымзарак сазхәыцуам. Цитата Асгар Стахуп: «Никто никогда в европейской и русской истории не пробовал сделать совесть главным инструментом управления народом». Ласточкино гнездо, ишәымоу анҵамҭақәа рҿы иҟоуп. Шәгәы ишԥаанаго, аԥсуа ҳәынҭқарра аҭоурых аҿы иҟазма намысла рыжәлар рнапхгара рызҭарц зҭахыз? Сгәы иаанагоит анамыс змоу аполитикцәа иҟан Аԥсны. Аԥснгьы иҟан, егьрахьгьы иҟан, аха убри аҟара ицәгьоуп анагӡара аполитикаҿы. Дара уазхәыцыр аӡык ҩыџьак угәалашәоит, уаҳа угәалашәом. Дара ицәгьоуп, избанда иус цәгьоуп. Шамахамзар анамыс ду змоу дара шамахамзар аполитика днанагом, днарышьҭуам. Ус акәзар, аполитика анышәҳәа, иара убри ашәҟәаҿгьы сара исԥылеит абас еиԥш ацәаҳәа: политика для дураков. Ишԥеилкаатәу Фазиль Абдул-иԥа ахыцқәа ааҳартуазар? Нас уаҳа шәсыргәамҵуам. Политика вино для дураков. Ус ижәызҳәеит, аха уи салахәмарны исҳәеит. Аиашазынгьы усҵәҟьа иҟоуп. Аполитикцәа ҩыџьа хҩык раҟара намысла еибыҭоуп.
агир терхржот, джераус дук, арзоша, ргуяна годаха, уи акумзрак рзацом, а политик и политик инцо и разных терхаштует. Я айцез абзера ги как ергвалашезом. Шарапсуа шҟәыҩҩцәа рҟынтәи еиҳа бзиа ибаны шәзыԥхьода, зегь раҵкыс ишәгәаԥхода? Бзиа избо рацәоуп, аха Алеша Гогуа зегьы рзгьы сдыӷәӷәоуп макьана сгәы иаанагоит. Уи Аԥсны иазгәазҭахьоу иашаҵәҟьаны ирацәаҩуп. Нас ус акәзар шәгәы ишԥаанаго? Алықьса Гәыгәы иаҳҳәап урысшәала дыҩуазҭгьы адунеиаҿ зегьы иҵегьы дырдыруа, шәара шәшырдыруа еиԥш дҟаларызу, иԥырхагоума абри ҳәааума, абызшәа ҳәа ашәҟәыҩҩы изыҳәан? Аҳәа ыҟоуп, аха Дырзеиҭагару Гәыгәы шәгәы ишԥаанаго? Убри ауп исҳәарц исҭаху. аиҭагаҩ бзиаҵәҟьа диоур ибзианы деиҭаигоит, аха уи ус цәгьоуп. Гогуа аԥсуа литература психологизм Иашоуп, иҵалоуцу. зырҳәо аурысцәа ҩрақәа иаҵеиҵеит. Убри аҟнытә даара бзиа збоит иҩқәоу. Этим случаем, конечно, воспользовалась и ее невестка, которая тоже громко хохотала, хотя, в отличие от своего сына, не кончала десятилетки. Отхохотавшись, невестка сказала: «Это даже неудобно живого старика просить умереть, чтобы костыли твоего мужа положить ему в гроб». Но старушка уже все обдумала. «Я же не буду его просить непременно сейчас умереть», — отвечала она. «Пусть умирает, когда придет его срок, лишь бы согласился взять костыли». Так отвечала эта разумная и довольно деликатная старушка. И хотя ее отговаривали, она в тот же день пришла в дом этого старика, принесла хорошие гостинцы. Отчасти как больному, отчасти, чтобы умаслить и умирающего старика, и его семью перед своей неожиданной просьбой. Старик лежал в горнице, и хотя был тяжело болен, все посасывал свою глиняную трубку. Они поговорили немного о жизни, а старушка все стеснялась обратиться к старику со своей просьбой. Тем более в горнице сидела его невестка и некоторые другие из близких. К тому же она была, оказывается, еще более деликатной старушкой, чем мы думали вначале. Но больной старик сам ей помог. Он вспомнил ее мужа добрыми словами, а потом, вздохнув, добавил: «Видно, и я скоро там буду и встречусь с твоим стариком». И тут старушка оживилась. «К слову сказать», — начала она и рассказала ему про свой сон и про просьбу своего старика переслать ему костыли через односельчанина, который первым умрет. «Я тебя не тороплю», — добавила она. «Но если что случится, разреши положить тебе в гроб костыли, чтобы мой старик доковылял до рая». Этот умирающий с трубкой в зубах старик был остроязыким и даже гостеприимным человеком, но не до такой степени, чтобы брать к себе в гроб чужие костыли.
Ему ужасно не хотелось брать себе в гроб чужие костыли. И стыдился, что ли? Может, боялся, что люди из чужих сел, которые явятся на его похороны, заподозрят его мертвое тело в инвалидности. Но и прямо отказать было неудобно. Поэтому он стал с нею политиковать. Разве рай большевики не закрыли, пытался он отделаться от нее с этой стороны. Но старушка оказалась не только деликатной, но и находчивой. Очень уж она хотела с этим стариком отправить на тот свет костыли мужа. «Нет», — сказала она уверенно, — «большевики рай не закрыли, потому что Ленина задержали в мавзолее, а остальным это не под силу». Тогда старик решил отделаться от нее шуткой. «Лучше ты мне в гроб положи бутылку хорошей чачи», — предложил он. «Мы с твоим стариком там при встрече ее разопьем». «Ты шутишь», — вздохнула старушка, «а он ждет и каждую ночь просит прислать костыли». Старик понял, что от этой старушки трудно отделаться. Ему вообще было неохота умирать, и еще более не хотелось брать с собой в гроб костыли. «Да я же его теперь не догоню», — сказал старик, подумав. «Он уже месяц назад умер. Даже если меня по той же тропе отправят в рай, в чем я сомневаюсь, есть грех». «Знаю твой грех», — не согласилась старушка. Абри Джамхух синелини рабхазен тыжес дашах зыгаман. Джансух синелини بس سيسم بخشي يمتبرش بعض. Джамхух ус сгуанагейт уи ахдз уже апсниадзам бляант Джансух энстетс хала. Нас санахуц сгуанагейт аторх шахёйпш исхеров. Джамхух синелини нижи وزبراء بسو تكون كيخت شمحيزات وسي شحيت героя Баси Хот. Я вас познакомлю с с древним абхазским поэтом. И цитируете вы там стихи Станислава Лакоба. Да. Лакоба шпейди кулы призажок шхайна шерхойер я генерала. Да чейт وحكم زرك وأحمر. Агида шака буйвол хаге и яра буйвол сюжета идея яшен из дервозер шесть сахахо шеше чавин нас шаракалов буэлтит хвазахайт яшумовли. يشبو وسرحيت يرشرت النرجة أبوينج يدرزاب يخو ناس يقوان زيقبتشنا Амшын ялалайды қанас яшталан еркін, яшталан яқсын ершейді. Обыз сахайт убрид дара сгорчей назгейд. Избанда усқан уин зиоз. Убряара акые цмшо ауы дызбар стахынаха дзымбейтызын бысызюйт.
بريتابون يوز تورخ عن حساحيد يا أسقز مشرا أزوج جون يرخر نص Яна Шишо. يا نشي جوما ويتو دارا يتشكو بحرا إزبنزر يوزش حوا يقوب يوزمش حوا يقوب ناس ورا ونستроение аурс чишрепш أقول وبريا إنوحاو وشعبش زنا قامت وحرقي وشحر عضوض زنا ويعرى السيرك بابسك يحروي يوشحر عضوض يوزم شحر عضوض ويدر ويتبعت سفر در مريم Моего старика с тем же грехом, как видишь, отправили в рай. А насчет того, что догнать, не смеши людей. Мой старик на одной ноге далеко ускакать не мог. Если, скажем, завтра ты умрешь, хотя я тебя не тороплю, послезавтра догонишь. Никуда он от тебя не денется. Старик призадумался, но тут вмешалась в разговор его невестка, до сих пор молча слушавшая их. «Если уж там что-то есть, — сказала она, поджав губы, — мы тебе в гроб положим мешок орехов. Бедный мой покойный брат так любил орехи». «Все невестки одинаковые, — подумала старушка, — вечно лезут поперек. Да вы, я вижу, из моего гроба хотите арбуз сделать!» — вскрикнул старик и добавил, обращаясь к старушке: «Приходи через неделю, я тебе дам окончательный ответ». «А не будет поздно?» — спросила старушка, видимо, преодолевая свою деликатность. «Хотя я тебя не тороплю». «Не будет, — уверенно сказал старик и пыхнул трубкой». С тем старушка и ушла. К вечеру она возвратилась домой. Войдя на кухню, она увидела совершенно неожиданное зрелище. Ее насмешник-внук с перевязанной ногой и на костылях деда стоял посреди кухни. «Что с тобой?» — встрепенулась старушка. Оказывается, ее внук, когда она ушла к умирающему старику, залез на дерево позбивать грецкие орехи, неосторожно ступил на усохшую ветку, она под ним хряснула, и он, слетев с дерева, сильно вывернул ногу. «Костыли заняты, — сказал внук, — придется деду с месяц подождать». Старушка любила своего старика, но и насмешника внука очень любила. И она решила, что внуку костыли сейчас, пожалуй, нужнее. 1 месяц можно подождать, решила она. По дороге в рай погода не портится. Да и старик, которого она навещала, по ее наблюдениям, мог еще продержаться 1 месяц, а то и больше. Вон как трубкой пыхает. Но что всего удивительней, больше старик ее не являлся во сне с просьбой прислать ему костыли. Вообще не являлся, скрылся куда-то. Видно, ждет, чтобы у внука нога поправилась, умилялась старушка, по утрам вспоминая свои сны. Но вот внук бросил костыли, а старик больше в ее сны не являлся. Видно, сам доковылял до рая, может быть, цепляясь за придорожные кусты, решила старушка, окончательно успокаиваясь. А тот умиравший старик
после ее посещения стал с необыкновенным и даже неприличным для старика проворством выздоравливать. Очень уж ему не хотелось брать в рот чужие костыли. Обидно ему было, ни разу в жизни не хромал, а в гроб ложится с костылями. Он и сейчас жив, хотя с тех пор прошло 5 лет, пасет себе своих коз в лесу, время от времени подрубая им ореховый молодняк, при этом даже не вынимая трубки изо рта. Тюк топором, пых трубкой, тюк топором, пых трубкой, тюк топором, пых трубкой. Смотрит дьявол издали на него и скрежещет зубами. Взорвал бы этот мир, но ведь проклятущий старик со своей трубкой даже не оглянется на взрыв. Придется подождать, пока его козы не наедятся. Вот мы и живы, пока старик тюк топором, пых трубкой, а козы никогда не насытятся.